Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты, марширует строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк летает в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом, это речь и беседы, это дедушкин альбом, это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит нет войны. В канун 9 мая в Доме дружбы народов имени Алексея Кулаковского прошел открытый межнациональный фестиваль «Наследники Великой Победы». В течение 2 дней участники разных возрастов со всех уголков республики соревновались в 4 номинациях – вокал, хореография, художественное слово, литературно-музыкальная композиция. Фестиваль прошел на высшем уровне и полностью отвечал своему девизу «Сила победы в единстве народов». Всюду царила атмосфера дружбы между многонациональными коллективами, являясь доказательством того, что Якутия – наш общий дом. Я исполняю песню «День Победы». Люди отдавали свою жизнь, чтобы спасти свой народ, и чтобы их внуки и правнуки жили в мире и спокойствии. Из-за рекордного количества конкурсантов выступления проходили сразу в 2 залах. Хочется отметить, что участвуют от 3 лет и до 70. И это не только из города и пригородов, но и из республики. Это говорит об возрастающем интересе к творчеству, к разножанровому творчеству детей и родителей их. Потому что следует отметить, что сегодня родители с детишками приходят, прямо маленького ребеночка на руках держат, а там рядом, выступает. Я считаю, что сегодня настоящий праздник такого детского и взрослого художественного творчества. Почетными гостями фестиваля стали атаман Республиканской общественной организации «Якутский казачий полк» Александр Козырь, председатель Совета ветеранов МВД Анатолий Генеров, заместитель генерального директора Дома дружбы народов имени Алексея Кулаковского Розалия Колосова. Приветствуя участников на торжественном открытии, они подчеркнули важность и необходимость проведения фестиваля «Наследники Великой Победы», ведь людей, прошедших через события той страшной войны, с каждым годом становится все меньше. Да, 72 мирных года мы живем. Много поколений уже выросло, которое не знало войны. Очень много песен и стихов сложено о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Нам бы хотелось, чтобы каждое поколение никогда не забывало о том подвиге, который сделал советский народ. И сегодня мы, когда думали, на что обратить внимание, мы все-таки решили, что тематика нашего фестиваля будет такой: сила победы в единстве народа. Действительно, только в единстве, только в согласии можно было победить в этой войне. Триумфаторами, обладателями гран-при в номинации «Вокал» стал ансамбль «Домисольки» из Алдана. 9 мая – это такой праздник, когда мы вспоминаем, что для нас сделали наши деды, для кого-то это были отцы. Мы считаем, что благодаря именно таким фестивалям, конкурсам мы вспоминаем все эти подвиги, не даем забыть то, что так важно помнить. Годы сменяют друг друга. Казалось бы, те далекие 40-е остаются лишь яркой иллюстрацией на выцветших плакатах Великой Отечественной войны. Но поколение за поколением будет чтить память о подвиге советского народа. Пока дети и родители будут прославлять солдат, подаривших нам весну и победу, 9 мая всегда будет одним из самых светлых праздников нашей страны. Пресс-служба Дома дружбы народов имени Алексея Кулаковского.